ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухта, как и вся наша необъятная родина, накануне отметила один из самых значимых праздников современной истории – День Победы. Мероприятия традиционно начались в 10 часов у Вечного огня. В 40-е на месте этого мемориала был военкомат. Отсюда на фронт ушли примерно 13 тысяч местных жителей. В 10:30 их потомки начали шествие бессмертного полка. Стартовала колонна с перекрестка Ленина-Космонавтов. Это мой дедушка Филимонов Иван Васильевич, рядовой. Он прошел всю войну до Берлина. Пришел и еще воспитывал детей. После войны родилась еще дочь родилась в семье. Моя мама родилась до войны. Ее день рождения 31 декабря 1941 года. Демьяненко Антонина Ивановна. Мы с ней вдвоем. Потому что папа ушел на войну ее и еще не знал, что родится девочка. А дед, вот фотография которого у меня в руках, он прошел всю войну. Был ранен тяжело. Даже так ранен, что бабушка получила похоронку сначала. Только потом пришло письмо из госпиталя, что он жив. Но, к сожалению, он так и не оправился после войны. Вскоре умер. Как я родилась, он уже не видел. Отец Павел Георгиевич Злотников, 24-го года рождения, был призван в 1942 году. А дедушка прошел гражданскую, финскую и отечественную. Сапер обезвредил около 500 снарядов и мин. Это брат моего отца, он вернулся контуженный. И надпись вторая – это брат моей мамы, он погиб на фронте в 1942 году. Антоновский Михаил Михайлович, сержант. В 1942 году было последнее письмо от него, что получил боевую машину Т-34 и еду бить фашистов. И было последнее письмо у него в 1942 году. Пропал без вести. Ищу до сих пор. Может быть, кто-нибудь знает, помогите, пожалуйста. Он был капитаном. За последние 5 лет ухтинцам впервые на 9 мая так благоволила погода. Ясное небо и плюс 20 в тени. По пути следования колонны она росла. То тут, то там в ряды вливались новые люди, которые несли с собой изображения воинов Победы. Среди них и те, кто воевал, и те, кто трудился в тылу. По предварительным подсчетам, в шествии бессмертного полка в этом году прошло почти такое же количество людей, как и было отправлено с нашего северного города на фронт. Это около 12 тысяч человек. Парадом они прошли и по Первомайской площади. Шествие заняло более получаса. Кузнецов Алексей Маркелович, мой дедушка. Еромкина Мария Константиновна, моя родная бабушка. Труженики тыла. Дедушка воевал на Карельском фронте. Я несу фотографии моих прадедов, которые служили в Великой Отечественной войне. Ну да, знаю то, что один был танкист, другой артиллерист. Оба вернулись с войны. Получается, отец по материнской линии, он, судя по наградам, вот, даже говорить не буду, Берлин, Сталинград, Москва, Ленинград прошел. 9 мая отпраздновал, в 1964 году 9 мая отпраздновал, 10 пошел в больницу, осколок дал о себе знать. Изображен мой прадедушка по маминой линии Туркин Михаил Степанович. Он был ефрейтором, по-моему, артиллеристом. Вернулся, по-моему, получил ранение одно. Он прошел всю войну. Это фото у наших детей прапрадедушки. Мы специально обращались на интернет-ресурс «Память народа». Как раз там были документы, связанные с его боевым путем, скажем так. Ну, к сожалению, оборвался он довольно быстро. Был призван в 1941 году, погиб в 1942 в бою под Смоленском. С праздником! Расскажите, чьи фотографии вы несете? Это мой папа, это его родной брат. Встретились в Житомире. Папа тяжело заболел, последний, в 1951-м скончался. А дядя еще долго отработал. Папа в каких-то секретных войсках, я запрашивал, где он служил, был в секретных. Катюш сопровождал, был НКВДшник. А дядя в разведке был.
После шествия бессмертного полка на площадь вышли пожарные и спасатели, сотрудники УФСИНа, ветераны Афганистана и Чечни, кадеты университета и школы номер 18, юные инспекторы движения из 5-й школы, а также первый в своем роде женский батальон. Ухтинки разных профессий и возрастов отдают дань памяти женщинам, защищавшим родину, таким образом уже 5-й год подряд. После официальной части Первомайская площадь становится сценой. Перед зрителями разворачивается театрализованное представление. Прощай, пожигай, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад. Конечно же, не обходится и без традиционной солдатской каши. Ее ухтинцы смогли отведать прямо из передвижных полевых кухонь. В этом году для желающих полакомиться праздничной гречкой с тушенкой приготовили 3000 порций. Кашу в этом году постарались, учитывая предыдущие годы, сделать в достаточном количестве, чтобы максимально граждан города Ухты попробовали так называемую кашу из полевых кухонь. Поэтому в этом году, как и в прошлом, было задействовано 3 полевых кухни, 6 больших баков. Каша готовили 3 мешка крупы, была тушенка и было масло. Когда дневная жара спадает, для желающих продолжить празднование начинается концерт у городского дворца культуры. Тут и известные всем советские песни, например, про смуглянку-молдаванку, и хореографические постановки, такие как современная интерпретация сюжета «А зори здесь тихие» в исполнении коллектива «Фейерверк». Длится празднование почти до 22 часов. В завершении главного праздника страны, в честь 27 028 мирных дней, спокойное ухтинское небо озаряют золотые брызги салюта.